Добрый вечер. Есть горячие головы в Украине, в России и в других государствах. Это журналисты, это блогеры, отдельные политики и так называемые аналитики, которые педалируют темы о чеченцах под громкими заголовками и делая акцент на лакеях Путина. Я понимаю, это популярно, потому что имя чеченцев сегодня популярно в мире, было и есть сегодня. Но я не понимаю, какую пользу они хотят вырвать из этого, получить, делая такие заявления под такими громкими заголовками. Вот. В 2022 году, когда я первый раз поехал в Украину, что меня толкнуло на это, поехать в Украину? Я видел несправедливость по отношению к чеченцам. Я видел те же самые заголовки, которые есть и сегодня, в которых говорилось, что вот чеченцы напали на Украину, чеченцы воюют против украинцев, чеченцы убили мирных жителей в Буче, чеченцы в Мариуполе и так далее, и так далее. Но нигде не говорилось, что это пехота Путина, это вооруженные формирования России. Об этом буквально вообще не говорилось. Но акцент делали на чеченцах. То есть все это обобщали. То есть приводили параллель чеченский народ и предатели чеченского народа. Как будто все это вместе. Хотя на самом деле это можно так привести такой пример. Это как два магнита, которые друг друга отталкивают. Чеченский народ и вот эти ушлепки Путина, так называемые кадыровцы. Что я сейчас хочу сказать? Да, это задевает каждого чеченца, уважающий свой народ и свою историю. Вот что меня подтолкнуло сделать вот это видео. Вот когда в 2022 году ездил в Украину и после этого, конечно же, будучи чеченцем, будучи когда-то воевавшим против российских войск, участником русско-чеченской войны, меня это больше задевало, что вот украинцы все-таки не понимают до конца, что происходило и что происходит у нас на родной земле. Это одна из причин моей поездки. Вторая причина, конечно же, я еще раз повторюсь, я уважаю, люблю Украину, я уважаю украинский народ, я считаю, что вот они ведут справедливую борьбу, законную борьбу, в которой они должны выиграть, в которой они должны одержать победу. Вот эти две причины. Ну и третья причина. Мне как-то написал мой старый друг, одноклассник, украинец. Он мне пишет: Анзор, да что же это такое? Что происходит? Почему чеченцы воюют против украинцев? Почему они пришли в Украину? Почему? Вот неужели они не понимают, кто убивал чеченский народ? Пишет мне мой друг, мой одноклассник. Я ему пишу: дорогой друг, по всей видимости, ты тоже начитался и российских СМИ, и тех выступлений некоторых лиц, которые как-то пытаются оскорбить чеченский народ, не говорят всю правду, какой она есть и какой она была. Но я тебе все расскажу, как есть и что есть на самом деле. Те так называемые чеченцы, которые присутствуют в Украине, к сожалению, это предатели чеченского народа. Их ждет, до них должна дойти рука какого-то мстителя, человека или родственника, которых они убили или пытали.
Чеченцы просто так вещи не забывают и не оставляют. Вот. Это предатели чеченского народа. Так же, как и есть и у вас предатели украинского народа. И немало. У вас их может и больше, я уверен. Даже больше есть. Вот. Так что, дорогой друг, мы сегодня являемся братьями по оружию. И цель у нас одна. Цель у нас одна. Не слушай СМИ, не слушай там, не черпай информацию с разных вот этих источников. И я ему рассказал много вещей, что в действительности происходило там 200 лет, 100 лет, происходит сегодня на чеченской земле. И он открыл глаза. Открыл глаза. Что еще хочу объяснить и напомнить. Сегодня и вообще и вчера это, и сегодня ни одному чеченцу не позволят создать какую-то армию. Армия, которая будет подчиняться чеченцу. Вот. Этой военной группировке не позволят иметь какое-либо разрушающее такое мощное оружие. Вот те предатели чеченского народа, о которых мы говорим, вот эти кадыровцы, да, у них нет такой разрушительной силы. У них нет танков, у них нет самолетов, у них нет там ракетных установок, тем более кораблей, подводных лодок, вот, которые сегодня применяются в Украине. И поверьте мне, в войне России против Украины, там вот эти предатели чеченского народа ничем как снимать короткие видео больше и не занимаются. И никакой угрозы они там не составляют и не носят угрозу для украинского народа. На самом-то деле. Это просто раздуто вашими СМИ, а также СМИ Российской Федерации. Вот. Те населенные пункты, большие, маленькие, которые были разрушены российскими войсками, были разрушены и разрушаются русскими. И приказ, который отдал для разрушения, для убийства мирного населения Украины, отдавал русский Путин. Вот. И я еще вспомню такой случай. Я много раз об этом говорил. Вы, наверное, помните те заголовки. Вот там чеченцы в Буче, чеченцы в Ирпене, в Гостомеле убивали мирных жителей там и так далее. Потом СБУ Украины выставляет список тех военнослужащих российской армии, которые находились в этих населенных пунктах и убивали мирных жителей. Это были русские. Там не русских фамилий, там было лишь несколько штук. Вот. И в этом полном списке находилось двое из Чеченской Республики. Один чеченец, другой русский, который жил в Чеченской Республике. То есть более 90% этих преступников, которые убивали мирных жителей в этих населенных пунктах, были русские. Но почему-то заголовков таких не было, что вот русские войска там пришли, убивали украинцев, мирных жителей. Я ездил в Бучу, я был в Ирпене, я был в Гостомеле, общался с мирными жителями. И я им говорил, я чеченец, я там и так далее, и так далее. Ну, в общем, разговаривали как нормальные люди. Не было у этого человека никакой злости к чеченцам. У него была злость на этого Путина, на эту российскую армию. Вот. Про русский военный корабль написано. Я что хотел от себя бы сказать, ну я чеченец. Здесь так все раздуто, что вот чеченцы приехали убивать украинцев. Ну, вы слышали по-любому. Да. Воюете вы за
И, у вас и есть будем. это, да. Будем. И это, грузины воюют, там батальон Да, есть какой-то, грузинский тоже. и эти чеченцы. Чеченцы. воюют. У нас, да, с чеченского батальона тут. А тоже. дудаевцы, вы были в Гастромеле? В Гастроме, да. Да, на аэродроме были, да? Там Не пускают? не пускают, да, посты стоят. Ну, пока это потом Там- договориться надо. Там сильно их это, где-то за полчаса их всех разбили там. Альфу выпустили, Да, там спецназ, да, да. был спецназ. За полчаса тут нам слышно было, как их и всех уничтожили. Туда им дорога. Вот. Путин думал, что он за 2 дня войдет в Киев, уже парадная форма была тут спрятана, парад проводить. Чтобы пойти парад у нас провести. в Ирпене, да, Ничего себе. СБУ нашло. Фашисты. Вот. Ага, он думал, что армии нету в В Украине. Украине, да. Ну хорошо, тогда я пойду. Да, счастливо. Всего хорошего. Берегите себя. Вот что я хочу сказать. Вот эти горе-блогеры и горе-журналисты, которые педалируют вот эти темы о чеченцах. Не надо обобщать. Не надо обобщать. Говорить надо как есть. Говорить надо правду. Правду никак не скрыть. Правду легче говорить. И да, есть там Алаудинов, я даже фамилии этих ушлепков не помню, в общем, которые снимали разные видео, там сзади там горящее здание, там как будто они на войне. Нет, они где-то в тылу, Дальше они не идут. Кадыров, он не пустит этих своих военных группировок на передовую, потому что они ему нужны. Он заставил их поехать туда, чтобы снимать вот такие тиктоки. Вы же сами их называете тиктокерами. Так оно и есть. Мы об этом и раньше говорили. Вот. Он в любом случае постарается сохранить эти военные группировки, которые ему лично подчиняются, потому что они ему нужны для безопасности. Извините меня, он, этот Кадыров, не ходит по своей нужде без охраны. Понимаете? Вот эта охрана, она ему нужна для своей безопасности и для своего круга. Но он с удовольствием отправит на передовую вот этих мобилизованных молодых чеченцев, которые находятся в Украине не по своей воле. На самом деле, не по своей воле. Я никого, ничего там не оправдываю и так далее. Враг, который находится сегодня в Украине, он враг этой страны, этого народа. Понимаете? Вот. И здесь нет разницы, какая у него национальность, там, откуда он приехал. Но правда есть и является таковой, что вот эти чеченцы, которых посылают действительно на передовую, это мобилизованные. Их забирают, вот эту молодежь забирают и отправляют в Украину не по своей воле. Забирают у матери, у отца, заходят, давай вперед, Шнеля, на войну. И если ты туда не поедешь, мы убьем твою мать, убьем сестру, убьем отца, твою семью. И таким образом отправляет. Сегодня на территории нашей оккупированной республики находится путинский диктаторский режим. Действительно, нет такого сопротивления, потому что мы не можем этого сделать, потому что нет у нас своих ресурсов. Мы все свои ресурсы положили в 2 войнах, когда и вы, и другие молчали. Вот, это мобилизованные. Я чуть ли не каждый день, ну это я так говорю, но очень часто общаюсь с этими молодыми людьми. Я радуюсь, когда их вижу здесь, за границей,
когда вижу, что вот хоть один вырвался из этих лап, сохранил себя от этого позора, быть участником этой несправедливой преступной войны Путина. Для чеченца это должно быть и является вот оскорбительным быть на стороне тех, кто убивал твой народ. Таких много, таких, к примеру, как я, которые вот, ненавидят этого Путина, ненавидят этого Кадырова. Нас очень много, нас очень много. Вот и все это время я как-то в какой-то период много говорил о Кадырове, об этом ушлепке. И говорил, кто он на самом деле, что он из себя представляет, как он появился, откуда его род, чеченец он или не чеченец. Но я еще раз повторюсь, это не часть нашего народа, это не чеченская кровь. Когда-то в давние времена, когда Россия вела такую же войну против чеченского народа, то русские нападали на нас, делали набеги, чеченцы на конях делали набеги на русских, шла война такая с набегами. Вот всадники, чеченские всадники пересекли реку Терек и, двигаясь по своей дороге, чтобы напасть на русских, они заметили там пацаненка, где-то в кустах он был, плакал. Они забрали его, приютили, прикормили, вырастили, и из него выросло такое вот чудовище, на самом деле. Маленькое, но чудовище, которое вот пытает, убивает, гнобит чеченский народ. Вот вся его история. Нет у него чеченских там корней, крови, там можете даже ДНК у него взять. Вот. И я, может быть, больше всего кричал, говорил это вам, говорил всем, кто не знает, что он из себя представляет. Этот Кадыров не воин, это трус, только трус становится предателем, только предатель становится трусом. Нет у этих Кадыровых какого-либо военного образования. И это не воины, это трусы. Тут я даже несколько передач делал, там, говорил, как он затолкал и запихал себя в эту трубу. В то время тоже он был в таких габаритах. Вот. Когда услышал автоматную очередь на соседней улице, те друзья его, товарищи, уехали, соскочили. И когда ехали, они поняли, что кого-то не хватает. Посмотрели, Кадырова не хватает, ну, этого младшего. И поехали обратно, вытащили его из трубы. Так это воин. И это я рассказывал. И есть много чего рассказать, но просто у меня такое брезгливое отношение к этому Кадырову и ему подобным, что вообще называть эту фамилию, его имя, говорить о нем уже не хочется и уже предостаточно. Если вы это не поняли сейчас, то, пожалуйста, посмотрите видео на этом канале. Вот почему я говорил о нем. Чтобы не делать из него, как сказать, воина. Вы сами его рекламируете. Сегодня Россия убивает украинцев. Вот о ком надо говорить. Российские преступники, российские там силы вооруженные, ракеты российские, там, снаряды российские, русский Путин, русский мир хотят установить в Украине. У Кадырова и у этих других ушлепков нет такой разрушительной силы, которая есть у этих русских. Нет у Кадырова, вообще у чеченцев, какого-либо специалиста, военного специалиста нету. Сегодня ракетчика нету, там, артиллериста, там, наводчика, корректировщика огня нету. Вот. Нет там
такого, кто может сесть за вертолет, управлять вертолетом там Ми-24 или даже Ми-8. Нету таких специалистов, потому что не позволит, Путин не позволит, чтобы какие-то чеченцы продвинулись в этом направлении. Будут там автоматчиками, пулеметчиками, там, носителями снарядов РПГ, вот, и все. Больше ничего. Таких специалистов в нашей истории, вот чеченской истории, было мало. На самом деле. Ну, я имею в виду еще с советских времен. Мой отец, скажем, да, окончил Белийское военное артиллерийское училище. Затем он учился в академии в Ленинграде в то время. Окончил все на отлично. И был советским офицером. Он никогда не служил в российской армии. И он ушел при развале Советского Союза, когда вот эти войска, ОМОН, там, в то время спецназ, всякие, милиция, начали убивать мирных жителей, ну, в кавычках, своих граждан. Это там литовцы, это азербайджанцы, грузины, ингуши. Когда уже проводили такие провокации, проливали уже кровь, и Масхадов ушел из этой армии. Так вот, что я хочу рассказать. Мы в то время, в начале 80-х годов, жили в Венгрии. Венгрия – это южная группировка войск советской армии была. Ну, многие это знают. Вот. И представьте себе вот такую картину. Мы жили в большом военном советском гарнизоне. Я лично знаю, что такое оружие, ну, потому что отец таскал меня по военным там, войсковым учениям, там, Дунай 84, Дунай 85 и так далее. Это разные маленькие учения, состязания военные и так далее. То есть я знаю, какие разрушения наносит гаубица там Д-30 или там БМ-21 Град, или там минометы, полковые, дивизионные и другое оружие. Вот. Или там бомбы, которые падают, там выпускают с самолетов, там ФАБ-500, ФАБ-1500, кассетные бомбы, фосфорные бомбы. Я все это знаю. Потому что отец меня таскал по этим учениям и был военным человеком. Вот гарнизон, в котором мы жили, там была артиллерийская часть, была ракетная часть и были танкисты. Вот эти части, которые находились в этом гарнизоне, оказывается, я это узнал только в 2008 году, оказывается, охраняли ядерные запасы советской армии на территории Европы. Видите, мой отец этого не знал. В то время он был командиром артиллерийского полка, затем был начальником штаба артиллерийского полка, вот так продвигался званиями, там, должностями, майор, подполковник, полковник. Ему, как и другим советским полковникам, не доверяли вот эту информацию, не доверили. Они не знали, почему находятся. Они думали, что вот в случае там Третьей мировой войны они там и находятся. Нет, там, да, но там были ядерные запасы, которые охраняли вот эти части. Чеченцам не доверяли и тогда, и не будут доверять вот такое оружие, которое вот наносит огромный вред. Ну да, любое оружие наносит вред, убивает человека, но несет такую разрушительную силу, оружие массового уничтожения. Чеченцам это не доверят. Я это к чему говорю? Сегодня очень много населенных пунктов, к сожалению, разрушено в Украине. Это украинские города и села. Возьмем Мариуполь,
та же самая Буча, Гостомель, там Харьков. Большое количество населенных пунктов разрушено. И вот эти разрушения несли не чеченцы, как хотят это представить СМИ, без разницы какого государства, будь это независимые СМИ. Эти разрушения нанесла российская армия, русская армия, которая пришла, решила по кускам взять Украину, там, Донецк, там, другие области, там, часть отрезав их, потом уже взять всю Украину. Да, их цель такова. Они хотят забрать у вас Украину, всю Украину. И когда, если, вот, например, это, представьте себе, если это случится, среди вас найдется такой Кадыров, который будет гнобить украинский народ, как сегодня гнобит народ вот этот ушлепок Кадыров. Вот тогда начнется самое ужасное. Самое ужасное. Мы это знаем по себе. Вот именно поэтому мы говорим, мы напоминаем, мы приводим параллели. Украинцы, чеченцы, войны, которые вела Россия против нас. Посмотрите, что они сделали и до чего дошли, через что мы прошли, сколько людей они убили и каким варварством они это делали. Это похуже гестапо, похуже тех немецких войск, какими нам их показывают. Русский фашизм – это самый опасный фашизм в мире. Не заигрывайте с ними. Наши деды, прадеды говорили всегда, русскому человеку нельзя доверять, потому что у них был опыт. Они говорили это лишь потому, что они могут совершить подлость. И вот они, как это говорили, переведу дословно, русскому нельзя доверять, так как он может изменить свои слова и мысль 9 раз ко дню. Представляете? Вот, например, мой отец, Аслан Масхадов, подписывал мирный договор в Москве, в Кремле, с Борисом Ельциным. Я сам присутствовал на этой встрече, был с ним во время этой поездки. И вот Ельцин тогда говорил, вот мы, понимаешь, подписываем мирный договор с чеченцами, мирный договор, который предначертан нести там мирное созидание, там, вот, и мы остановим войну, 400-летнюю войну, и дальше будем работать в том направлении, чтобы принести мир. А что потом произошло? 12 мая 1997 года, подписывая этот договор, они знали, что они начнут новую войну. Они готовились к ней. Они готовились именно... Первую ставку делали на то, чтобы дискредитировать весь чеченский народ. Дискредитировать идею чеченского народа стать независимым государством, стать свободным народом. Они делали все возможное, все виды провокаций, это казни, это обезглавливание людей, на самом деле это все происходило. Воровали людей, и все это делалось российскими спецслужбами. Именно для того, чтобы потом в 1999 году обвинить весь чеченский народ и начать войну. Вот для чего они готовились. Нельзя им верить. Нельзя им верить. Поймите, украинцы. Но если говорить, вот там кто-то может сказать, вот чеченцы там пришли убивать украинцев, чеченцы там вторглись куда-то, чеченцы вот это сделали. Ну, знаете, во время этих войн, которые Россия вела
вот последние 2 войны. Вооруженные силы России, те, которые вторглись на территорию Чеченской Республики, это сотни тысяч количество этих войск. Как-то Шамиль Басаев сказал, что на территории Чеченской Республики Ичкерия находится столько оккупантов, что больше не поместится. У нас маленькая территория была и есть. Вот. И в состав этих вооруженных сил входили вот разные национальности. Там и татары были, там и башкиры были, там и другие были, и буряты были. В общем, все национальности были, но было большое количество украинцев. Ну, там летчики, танкисты, артиллеристы, пехотинцы, пулеметчики. Вот. Но ни разу ни вы, ни другие никогда не слышали и не слышите это сейчас, чтобы чеченец взял и сказал: вот ваши украинцы убивали чеченцев. Вы когда-нибудь такое слышали там 10 лет тому назад, 20 лет тому назад, или в то время, когда шла война, от наших там политиков, от наших генералов, от наших лидеров? Нет, не услышали. Потому что вот этот весь сброд, вот эти преступники, которые к нам пришли, вот эти убийцы и варвары, это русские войска. И они приходили к нам установить русский мир. Я знаю, что те воинские части, те военные группировки и подразделения, которые сегодня воюют против украинцев, вот, то есть я говорю про российские части, среди них есть и украинцы, и большое количество. Я знаю, что они для вас предатели. Я знаю, что вам стыдно за то, что они есть, что они, такие предатели существуют. Да, нам где-то тоже стыдно, что какой-то чеченец там находится на земле Украины. Я желаю то, чтобы он нашел то, что должен найти. Наказание. Это преступник. Говорите по справедливости. Говорите как есть. Вот. Вот что я хотел всем этим сказать. Чеченцы не являются разрушительной силой и никакой угрозы украинцам не несут. Еще раз повторюсь, я желаю победы украинскому народу. Не слушайте всяких болтунов и всяких проходимцев, которые вот это педалируют вот эти темы о чеченцах. И как всегда говорил, еще раз повторяюсь, чеченцы являются на самом деле, можно сказать, самыми лучшими друзьями, самыми лучшими борцами там, по оружию, чем кто-либо другой. Потому что мы на своей шкуре испытали весь этот геноцид, вот эти российские преступления. У нас большой опыт. Мы можем что сказать, мы можем что показать, мы можем что объяснить. Мы не являемся никакой угрозой для украинцев или других. Мы хотим, чтобы справедливость восторжествовала. Вот поэтому я говорю, дай Всевышний вам мира, и дай Всевышний вам свободы, и дай Всевышний вам победы над этим врагом. И это наша общая победа.